Мир вам, братья и сестры. Сегодня буду в зеркальном отражении. Так что не думайте, что я левша или кто. Вот сейчас вот полирую клинки и как раз вот вручную довожу. И немножко хотел поотвечать на ваши комментарии, которые я читаю внимательно очень. Вот те комментарии, где вот спрашивают, почему вот, например, из дешевой углеродки такие дорогие ножи, что там из такой же углеродки можно найти ножи, которые там в 2 раза дешевле. Ну, так и хочется ответить, потому что деньги сильно нужны. Меня же возмущали, что ты говорит, там ремонт не можешь никак сделать. Ну не могу пока, ну что поделаешь. Тут недавно поселился, живу. Вот. Дальше. Почему, значит, все-таки? По-серьезному теперь постараюсь ответить. Вот сейчас вот я занимаюсь, например, полировкой клинка данного. Это уже дошел до 1000 наждачки. Начинаю со 180. И сейчас вот специально посчитал, сколько наждачек надо вот таким образом пройтись. И это получается 11 разных наждачек. Заточка здесь будет 0, клинок будет отполирован идеально. Я мог бы сделать, как большинство сейчас делает, на гриндере пройтись там, короче, до 240. А я, в принципе, и делал так вот, кто говорит там, ну, если вам дорого, просто предлагайте варианты, будем торговаться. Я буду просто пропускать некоторые вещи, например, вот эту ручную полировку, и сделать нож дешевле. Можно так сделать. Ну, а зачем, я не пойму. Я уже вот как-то выкладывал, ну, тоже возмущали, что я не могу цены озвучить. Ну, озвучил, и что получилось. Ну, там такое в комментариях началось сразу. Почему так дорого? Вот. Также и рукоятку. Ну, можно вот, как я, вручную все это полировать 11 разными наждачками. А можно просто на гриндере пройти до 240, например, потом на войлочном круге, и все достаточно. И потом просто можно варить, как я варю рукояти все, 7 часов на водяной бане льняным маслом. А можно просто тряпочкой пропитать маслом. И все, и достаточно. Хватит типа. Ну, естественно, что времени как бы уходит на это все. Если делать бюджетные ножи, ну, в разы уходит меньше времени. Здесь времени уходит больше. Ну и качество лучше, потому что полированный, хоть металл, хоть деревяшка, она, ну, металл даже ржавеет меньше и режет лучше, потому что в 0 заточка. А так можно вот сатин поперечный сделать, как бы, как говорят, и потом подводами, не знаю, сколько миллиметров делают люди. Все по-разному. Вот. Хвостовики. Я вот разбирал ножи, приходилось как-то. Вот такого вот длины с хвостовичок, короче. И тоже, в общем-то, никак не отполирован, ни рукоять, ни нож. А металл один и тот же. И там люди говорят, тоже хорошо режет. Ну да, хорошо, но... Такие вот мелочи, как, например, ножны вот тот же пошив. Можно просто, как из кожи, все пошить там на автомате за полчаса. А можно найти можжевельник, который всегда приятно пахнет и дезинфицирует клинок. Вырезать из него, потом выделать, побрить хвост коровий, обтянуть это все дело. Или из толстой кожи лося пошить ножны. Ну, цена, естественно, будет другая. Поэтому я вам хочу мысль какую донести. Нож — это не только марка металла. Тем более, вот, ну, вот хотелось бы мне, короче, вот сейчас говорят, самая лучшая ножевая сталь — это CPM Magnacut. Ну вот хотелось бы у вас, вот лучше вы об этом комментарии напишите, где можно этот металл достать, чтобы это точно был он, потому что проверить у меня никакой возможности нету. А мне не хочется, например, что я заказал CPM Magnacut, мне бланк прислали за 5000, а он оказался совсем не тот, и термичка совсем там, например, не бурова, как в интернете написано. Вот как это все проверить?
И чтобы потом мне своих заказчиков не обманывать, говорят, что меня самого обманули, например, что там вместо CPM Магнакут оттермиченного Буровым прислали какую-нибудь другую похожую железку, которая в разы дешевле. И которая резать будет хуже, чем даже это 9 ХФ. Хотя 9 ХС, например, она много раз я раньше видел на клинке, она первое место занимала, несмотря на всякие порошковые стали. Ржавеет, да, но смазывать надо. Ружья тоже ржавеют, хорошие ружья и дорогие. И с одной и той же углеродки бывают ружья. За 3000 можно купить, а можно за 500 000. Не понимаю я, честно говоря, этих вопросов. Вот. Надеюсь, объяснил. Всего доброго, до свидания.